Число жертв коронавируса превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. По последним данным, в Китае от инфекции умерли 813 человек. За пределами материковой части КНР один зараженный скончался в Гонконге, еще один на Филиппинах. По всему миру число заболевших превысило 37 тысяч человек. Помимо Китая, коронавирус обнаружен в 24 странах. Заболели почти 300 человек. Тем не менее, ВОЗ заверили, ситуация в данный момент стабилизируется, но еще слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, достиг ли вирус пика. В России заболевших по-прежнему двое, в Тюменской области и Забайкальском крае. 128 россиян находятся на карантине в реабилитационном центре под Тюменью. Их вывезли из Китая на этой неделе. Джеки Чан пообещал заплатить $1,5 миллиона изобретателю лекарства от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в соцсети Weibo. Актер надеется, что это решение поможет ускорить появление препарата. Также Джеки Чан рассказал, что жертвует Китаю медицинские маски и защитную одежду. Данные, которые ты привела, кстати, означают, что этот коронавирус превзошел атипичную пневмонию 2003 года по количеству жертв и заболевших. Но, во всяком случае, по данным France Press, получается, что коронавирус – вторая по смертности эпидемия 21 века после вспышки Эболы в Африке 7 лет назад. Ну, а между тем, сегодня стало известно, что жертвами 2019 НЦОВ впервые стали не китайцы. В Ухане от коронавируса погибли 2 иностранца – граждане США и Япония. Посольства двух стран уже подтвердили этот факт. По данным «Нью-Йорк Таймс», американка – 60-летняя женщина. У нее еще до заражения были серьезные проблемы со здоровьем. Неназванный японец скончался в больнице от пневмонии, вызванной коронавирусом. До этого за пределами континентального Китая вирус дважды уносил жизни жителей Гонконга и Филиппин. Но в обоих случаях это были выходцы из КНР. Ну а по всему миру на данный момент вирус обнаружен в 26 странах, помимо Китая. Более всего зараженных в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре. За пределами Азии более всего заболевших в Германии и США. 13 и 12 человек соответственно. Во Франции сегодня, кстати, сразу 5 новых случаев. Все граждане Великобритании. Состояние их ухудшилось во время отдыха на горнолыжном курорте. И вот Кабинет министров Франции провел сегодня уже экстренное совещание. По предварительным данным, один из заболевших на днях побывал в Сингапуре. О 5 новых случаях выявления китайского вируса мне стало известно в пятницу поздно вечером. И я решила сразу утром поделиться с вами этой информацией. Речь идет о 4 взрослых и 1 ребенке. Все они проживали в одном шале в городе Ла-Контамин-Монжуа в департаменте Верхняя Савойя. Один из указанных граждан Великобритании с 20 по 23 января находился в Сингапуре. Во Францию он прибыл 24 января. Всего его соседями были еще 11 человек. Но заражение помимо него подтвердилось только у 4. При этом хочу подчеркнуть, что они не находятся в тяжелом или критическом состоянии. В самом Китае из-за коронавируса местные авиакомпании стали массово увольнять иностранных пилотов, причем без выплаты им компенсации. Об этом первым сообщило издание South China Morning Post, а потом подтвердил источник ТАСС. По его словам, под угрозой и более 100 летчиков из России, которые работают на 5 разных перевозчиков. Но, впрочем, источник РБК в одном из них пояснил, что пилотов не увольняют, а отправляют в отпуск без выплаты зарплаты. Ситуация с коронавирусом в некоторых уголках мира уже начинает приобретать признаки истерии. Так, в порту японской Йокогамы уже неделю стоит круизный лайнер Diamond Princess. На его борту блокированы более 2500 пассажиров и более 1000 членов экипажа. Все дело в том, что у 61 человека на корабле обнаружили коронавирус. Среди пассажиров 24 гражданина России. Они, правда, не инфицированы. На карантине судно будет находиться еще более недели. Это при том, что на лайнере уже начались перебои с водой, и пассажирам предлагают вместо нее просто лед. Но такая же ситуация с другим лайнером на Тайване. На борту Superstar Aquarius 1738 пассажиров. На наших сограждан, правда, среди них нет. Ну и в продолжении темы соотечественников, более 500 россиян покинули Китай на этой неделе. Кто-то самостоятельно, через специальные гуманитарные коридоры.
Кто-то был эвакуирован специальными рейсами российских военно-космических сил. Первый борт отправился из Улан-Удэ в Ухань во вторник. На его борту в Россию перевезли 144 человека. В основном граждане России, но были и пассажиры из Беларуси, Казахстана, Украины и Армении. Их тщательно досмотрели врачи еще на летном поле, а потом в отсеке транспортного самолета. В России их на 2 недели поместили в карантин. Для этого выделили один из санаториев недалеко от Тюмени. По его периметру установили двойное ограждение. Территорию охраняют бойцы Росгвардии. Дежурят врачи и медсестры, а также специалисты по биологической безопасности из противочумной системы Роспотребнадзора. Санаторий оборудовали камерами видеонаблюдения. Каждому из прибывших положен отдельный номер. На здоровье никто из эвакуированных пациентов пока не жаловался, но спустя сутки 3 из них все-таки были перевезены из санатория в больницу. И вот среди них Инна Савинцева, которая на камеру гаджета своего сняла специально для нас подробности этой операции. Только что ко мне в комнату зашел медперсонал. И они сказали, что я отправляюсь в инфекционное отделение. Так как у меня есть некоторые симптомы, и они хотят меня контролировать. Освещались и решили, что лучше всех подозрительных вести в инфекционное отделение. Безумно интересно, что будет. То есть сейчас если описывать в терминологии моего пребывания, здесь находился дом отдыха. И теперь из дома отдыха уже именно меня везут в больницу. В итоге все произошло просто как по щелчку пальцев. Нас отвели быстро и обратно. Что хочется отметить, это отношение медицинского персонала. Просто замечательная женщина, которая помогала мне надеть бахилы, потому что ничего не видела в своей маске, которая закрывала мне глаза. И постоянно шутила, это просто прекрасно. И женщина на рентгене, и лечащий врач, который пришел мне в палату, все очень милые люди. Собственно, поэтому я записываю это видео про результат рентгена. Ни у Инны впоследствии, ни у 2 других пациентов подозрение на коронавирус не подтвердилось. Хорошо себя чувствуют и остальные, кстати, эвакуированные. Ну и вообще количество заболевших китайским коронавирусом в России за эту неделю не изменилось. Это 2 граждан Китая. Инфекцию у них выявили еще 9 дней назад. Да, ну и вот это, наверное, главный позитивный итог этой истории на уходящей неделе. Будем надеяться, что других заболевших не будет.